Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. Не все то золото, что блестит. Поверив аферистке, потерпевшая лишилась 80 тысяч рублей. Бижутерию выдавала за драгоценности. Снесло на крышу. Произошло столкновение, меня отбросило. Серьезная авария произошла на декабристов. Проиграл в шашки. Скорость, видно, высокая была, не успел. Мотоцикл въехал в легковую машину. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Снова оказалась в огне. Комната в общежитии горела ярким пламенем накануне вечером по улице Назарбаева. Сообщение о возгорании спасатели получили в районе 6 часов вечера, и уже через 20 минут огонь был полностью локализован. Но соседи уверены, пожар в этом помещении далеко не последний. Ответ на вопрос «почему?» озвучит Альбина Асылгараева. Мы смотрели, к нам дым же уже шел. Пожарные приехали. О пожаре, возникшем в комнате общежития на 4-м этаже, жители коммуналки узнали моментально. Запах дыма разлетелся в считанные мгновения. Но распространиться огню из небольшой комнаты не дали пожарные, потушив пламя, что называется, в зародыше. Но спасти мебель, вещи и другие бытовые принадлежности не удалось. Сгорело практически все. Где же в этот момент были жители, соседи не знают. Вот они легко сейчас в эту обожженную квартиру лягут и спать лягут там. Спокойно. К слову, о хозяевах комнаты здесь не лестного мнения. По словам соседей, в сгоревшем жилище проживали люди, злоупотребляющие алкоголем. Кроме того, в квартире нередко видели лиц без определенного места жительства. Там таскают мусор из городских помоек, воняет от них. И там вообще полный беспредел творится. Не только я страдаю, то есть они портят общедомовое имущество, да, грубо нарушают правила пожарной безопасности, правила проживания в многоквартирном доме. Санитарные нормы полностью все мусорят, им за это почему-то ничего, как-то с рук все сходит. Как такое возможно? Непонятно вообще. Оснований для опасения более чем достаточно. Как оказалось, сгоревшая комната полыхала еще в ноябре прошлого года. А потому повторение этой истории уже никого не удивит. Оставлять такую беспечность без внимания соседи не хотят. Однако какие шаги будут предприняты в дальнейшем, пока не решили. Альбина Асылгараева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Пожар произошел и в Нижнекамске. Сегодня ночью в квартире на Химиков произошло возгорание. О сильном задымлении в подъезде спасателям сообщили местные жители. Пробраться в квартиру пожарным не составило труда, входная дверь была открытой. Квартира не была охвачена огнем. Лишь пройдя на кухню, спасатели обнаружили 57-летнюю женщину без сознания, а рядом и тлеющее постельное белье. В соседней комнате на кровати, еще живую, но также без сознания, огнеборцы обнаружили 89-летнюю пенсионерку. Пострадавших вынесли из задымленной квартиры, передав в руки медиков. 57-летняя женщина с отравлением угарным газом в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. 89-летняя женщина погибла. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Накануне вечером на улице Химическая произошло возгорание «Газели». Со слов водителя грузовой машины, почувствовав едкий запах гари, он припарковал авто у обочины и вышел. Мужчина понял, что своими силами он не справится и что технику нужно спасать. Позвонил в МЧС. Прибывшие пожарные ликвидировали горение, не дав огню перейти на грузовой отсек. Двигатель машины спасти не удалось. Серьезная авария произошла минувшим вечером на улице Декабристов. Subaru Impreza опрокинулась на крышу после столкновения с автомобилем Volvo. Сам водитель, несмотря на сильный удар, не пострадал. Чего не скажешь о его автомобиле. Все подробности у моих коллег. Просто пристегнут был, это меня и спасло. В отличие от своего автомобиля, молодой человек не получил ни царапин и находился в бодром расположении духа. Рассказывая о причинах аварии, отметил, что ехал по крайней правой полосе. В какой-то момент на его полосу с соседнего ряда начала перестраиваться «Вольво». Я подал звуковой сигнал, начал тормозить, не успел. Произошло столкновение, меня отбросило, вот тут по тормозному следу. Можно посмотреть характер, то есть меня на одно колесо прокинуло, и дальше я перевернулся на крышу. Эту же историю подтвердил и владелец «Вольво», но в своей истории водитель внедорожника добавил немаловажную деталь. Он ехал по автобусной полосе, двигался, конечно, на очень большой скорости. На очень большой скорости. Вы его не заметили? Я начал перестраиваться, уже полоса правильно перестраивается. По автобусной полосе, наверное, не катается. Точку в разборе ДТП поставили прибывшие на место автоинспекторы. Они сказали, что вина за водителем Volvo, потому что он перестраивался и не убедился в безопасности маневра. Если внедорожник покинул место происшествия своими силами, то Subaru потребовалась помощь прохожих и других водителей. Алина Мингалеева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня рано утром в Лаишевском районе. Там, недалеко от Зеленого Бора, БМВ влетела в дерево. После удара машина в буквальном смысле стала меньше вдвое, а 20-летний водитель и его пассажиры были зажаты в искореженном салоне авто. Вызволить пострадавших удалось лишь спасателям с помощью специальных средств. Двое мужчин и хозяин авто получили множество серьезных травм. Прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавших в РКБ. Не успел уйти от мелкого столкновения, как попал в большое ДТП. Так, водитель «Лады Гранта» столкнулся сначала с «Киа», а после влетел в отбойник. Со слов мужчины, в аварии виновата иномарка, что двигалась рядом. Ее хозяин не выбрал безопасный интервал. Но не успели с дороги убрать одну аварию, как произошла другая. О деталях случившегося Альбина Минибаева. Мне ничего не оставалось делать, как в забор улететь. Казалось бы, авария произошла на пустом месте, а последствия серьезные, говорит водитель «Гранты». Поясняет, ехал на работу по улице Воровского. Оставалось проехать совсем немного, как рядом с его машиной проехала «Киа». Казалось бы, дорога пустая, но иномарка не выбрала безопасный интервал и задела «Гранту». У него заднее крыло как раз я царапнул Я меньше последствий хотел бы. Меньше жертв, и из-за этого выбрал сторону забора вырулить. Это первая серьезная авария за 11 лет водительского стажа, пояснил водитель «Лады». Поэтому мужчина заметно нервничал, впрочем, как и второй участник аварии. Я отсюда обожался. Его автомобиль пострадал меньше всего, в отличие от «Лады», после встречи с дорожным ограждением. Но эта крупная авария была не единственной на этом участке дороги. Не прошло и часа, как здесь же столкнулись «Лада» 15-й модели и мотоцикл. Автомобилист, видимо, засмотревшись на произошедшую ранее аварию, догнал байк. К счастью, в том и другом ДТП никто не пострадал. Детали произошедшего выясняют сотрудники автоинспекции. Альбина Минибаева, Динара Камалова, Рамзиль Гарипов. Вызов 112. Серьезная авария с участием мотоциклиста произошла сегодня на улице 2-й Азинской. Там байк столкнулся с Фордом. Эти кадры с видеорегистратора запечатлели лишь последствия случившейся трагедии. О цепочке событий поведал водитель легковушки. С его слов, к такому результату привели игры мотоциклистов в шашки. Он, пытаясь обогнуть иномарку, влетел в левый бок. От полученного удара байкер упал и пролетел так несколько метров. С серьезными травмами мужчина был госпитализирован в 7-ю городскую больницу. Он, может, в шоковом состоянии, но что-то он там шевелился, я не знаю. Я помог его погрузить в скорую помощь. У него перелом ноги был. Скорая сразу же тут рядышком она ехала. Там все видели то, что он меня хотел, видно, обогнать, и получилось то, что скорость, видно, высокая была, не успел. Боевой снаряд нашли сегодня в часовне при Адмиралтейской больнице на улице Столярова, 39. Сотрудники МЧС забрали его на утилизацию. К слову, здание часовни – объект культурного наследия республиканского значения. Здесь ранее располагался роддом, и недавно объект передан в ведение Русской Православной Церкви. Хотели помочь, а оказались обманутыми и без копейки в кармане. В Казани 2 пенсионера стали жертвами мошенницы. Установить личность злоумышленницы оказалось несложно, но чтобы задержать ее, местным полицейским пришлось отправиться в Челябинск. Динара Камалова подробнее. 100 тысяч рублей, именно на такую сумму удалось нажиться этой мошеннице на доверчивых пенсионерах. Как правило, 56-летняя женщина не пряталась, видимо, думала, что не поймают. Может, так бы оно и было, но злоумышленницу в одном из дворов города запечатлела камера видеонаблюдения. Именно по этой записи пострадавшие пенсионеры и смогли опознать их обидчицу. Как правило, жертвами злоумышленницы становились пожилые люди. К ним она быстро входила в доверие, говоря о том, что они имеют общих знакомых. Далее просила деньги в долг, оставляя при этом в залог золотые украшения, которые на деле оказывались обычной бижутерией. Преступный клубок стал распутываться чуть больше недели назад, когда в полицию обратился 80-летний житель Казани. Пенсионер посетовал, что отдал злоумышленнице последние деньги, а именно 28 тысяч рублей. Обещала все вернуть к вечеру, но на пороге его квартиры она не появилась ни через несколько часов, ни через несколько дней. Аналогичный случай произошел днем ранее с 79-летней жительницей Советского района города. Поверив аферистке, потерпевшая лишилась 80 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Установить личность подозреваемой для оперативников не составило труда. Правда, чтобы задержать мошенницу, полицейским пришлось выехать за пределы Татарстана, а именно в Челябинск. Возможно, что эти 2 случая далеко не последние. Полиция полагает, что подозреваемая может быть причастна к ряду аналогичных преступлений и в соседних регионах. Динара Камалова, Рамзиль Гарипов, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.